Добрый вечер. Вы смотрите программу «Якутия в деталях». С вами Ирина Ефимова. 2024 год стал временем сложных испытаний для внешней политики России. Конфликт на Украине по-прежнему остается ключевым вызовом и требует от властей максимальной мобилизации. По-своему сложным оказался этот год и на других направлениях. Смена курса в Молдавии и Армении, напряженная избирательная кампания в Грузии и беспорядки в Абхазии стали испытанием на прочность для позиции России на постсоветском пространстве. Наступивший 2025 год обещает быть не менее насыщенным. В январе состоялась инаугурация избранного президента США Дональда Трампа, затем его встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским, которую мы уже обсуждали в этой студии. Переговоры с президентом нашей страны Владимиром Путиным ожидают эксперты. В общем, год обещает быть политически насыщенным. И сегодня у меня в гостях министр по внешним связям и делам народов Республики Саха-Якутия Гаврил Кириллин. Поговорим о том, что ждет мировую политику, и обсудим возможные пути развития нашей страны, ну и республики, конечно, в частности, в части международных связей. Добрый вечер, Гаврил Витальевич. Добрый вечер, Ирина. Долго ждала, с кем можно обсудить вообще международную политику. И вот раз уж с такого экскурса небольшого я начала, да, хочу поговорить о том, какие вы видите задачи, которые сейчас вот перед дипломатами нашей страны стоят. Чего нам ждать? Да, еще раз добрый вечер, уважаемые телезрители. Добрый вечер, Ирина. Спасибо за приглашение принять участие в сегодняшней телепередаче. Конечно, в поле деятельности нашего министерства, ну, в целом Республики Саха-Якутия на нынешнем контуре стоят задачи, конечно же, сохранить те темпы развития республики, которые достигла за последние годы, в частности, благодаря и той работе, которую ведет наше министерство по содействию в развитии, социально-экономическом развитии нашей республики. Ну и, конечно, если говорить о внешних факторах, которые влияют на это, ну, мы все прекрасно знаем, это враждебная политика западных стран, санкционное давление на нашу страну. Конечно, все эти риски мы должны минимизировать для того, чтобы наша республика продолжала сохранять те темпы развития, которые были достигнуты в последние годы. Угу. А вот страна в целом сейчас главная задача мосты с Америкой наводить? Ну, если говорить про отношения с Соединенными Штатами Америки, то, конечно, уже прошла такая насыщенная, можно сказать, такая интересная президентская кампания в США. Президентом США был избран Дональд Трамп, который, как вы все знаете, в период своей избирательной кампании, уже даже после того, как он стал президентом, он выдвигал лозунги, что необходимо налаживать отношения с Россией. Президент Трамп выражал намерение содействовать урегулированию конфликта на Украине. Да, конечно, это позитивные сигналы, но вместе с тем определенность, та определенность, которая была достигнута избранием Трампа, она не говорит о том, что есть ясность, какой внешнеполитический курс будет проводить нынешняя администрация. Да? Потому что здесь много факторов. Конечно, прежде всего, это сама политическая культура, политическая конъюнктура в Штатах, да, которая характеризуется тем, что одна из сторон, один лагерь, будь то республиканский, демократический, пытается противодействовать другому лагерю, который находится у власти. Да? Ну и, конечно, давление американских СМИ, да, это, конечно, все, конечно, вносит сложности в работу нынешней администрации, я так считаю. Но вместе с тем мы наблюдаем, что сейчас произошло некоторое снижение напряженности между нашими странами. Начался диалог между официальными представителями наших стран. Да? Конечно, это позитивный сигнал, и, конечно, должен, как и наши российские официальные лица говорили, президент наш говорил, что диалог должен строиться на равноправии и уважении для того, чтобы повысить уровень доверия между нами, да, и, конечно, в этом направлении наша российская дипломатия будет дальше работать. Я напомню, что мы работаем в прямом эфире. Если у вас есть мнение или вопрос для гостя, можно позвонить в студию по номеру 8 41 12 42 14 39 или отправить текстом сообщение в Телеграм на номер 8 914 235 0502. Ну вот вернемся к Трампу, да. Вот как вы считаете, избрание его президентом — это вообще больше возможностей или больше рисков для России?
Ну, конечно, и существует Потому и... что, ну вот, одни политологи говорят о том, что больше возможностей для прекращения конфликта, да, он же декларирует о том, что он хочет мира, вот, но с другой стороны говорят о том, что он непредсказуем, что... Ну, это, конечно, работа политологов, да, анализировать и оценивать, но прежде всего мы видим, конечно, и возможности, и риски. Возможности — это прежде всего вот то, что я сказал, это начался все-таки диалог между нашими странами, да, чего не было при предыдущей администрации Байдена, когда совсем к нулю свели, да, и контакты, и диалоги в целом, да. Ну и, конечно, желание американской нынешней администрации восстанавливать экономические отношения с нашей страной, хотя, конечно, они по большому счету-то и не прерывались, да, экономические отношения, торговля все-таки какая-никакая все-таки велась, хотя, конечно, падение было большое, торговли между нашими странами. Ну и, конечно, риски тоже связанные с тем же давлением на администрацию, нынешнюю СМИ, все-таки продолжает культивировать такой образ врага, да, в лице России для Соединенных Штатов Империи Америки. зла, Да. наверное, Да. вспоминает уже. Поэтому мы уже от этого как бы отходим. Мы сейчас понимаем, кто империя зла, империя лжи, да. Но все-таки диалог начался. Это, конечно, повысить доверие, я думаю, между нашими представителями официальными, между лидерами, для того, чтобы... А это нужно, прежде всего, необходимо для того, чтобы достичь определенных нужных договоренностей, которые бы привели к восстановлению, полному восстановлению наших отношений между нашими странами. Потому что это два же, Россия и США, это сейчас важнейшие, главные акторы международной политики, да, и, конечно, от отношений наших двух стран зависит многое в этом мире. Но есть вот еще и третья страна, это Поднебесная, Китай, вот. И, может быть, я не знаю, может быть, там с тревогой какой-то относятся к потеплению между Россией и Америкой. Ну, я почему вас спрашиваю? Я знаю, что вы и помимо английского и китайским владеете, и, про Китай много знаете. Вот просто вот лично давайте послушаем, что вот по этому поводу сказал Лавров. Это довольно интересная философская конструкция, но нынешняя ситуация радикально отличается. У нас никогда еще не было таких хороших и доверительных отношений с Китаем на долгосрочную перспективу, чтобы они пользовались поддержкой народов обеих стран. Американцы знают, что мы никогда не нарушим наши юридические, но также и политические обязательства, которые связывают нас с Китаем. Безусловно, у нас есть проблемы и сложности в наших российско-китайских взаимоотношениях, но мы не торопимся, а китайцы тем более никогда не торопятся, они всегда смотрят за горизонт. Ну вот на ваш взгляд, чего хочет Китай? Потому что, ну не секрет, что они обрадовались, когда Россия начала все-таки к ним ближе держаться, нежели к Штатам. Ну, я думаю, тот уровень взаимоотношений между нашими странами, которые выстроили наши лидеры, президент Путин и председатель Си Цзиньпинь, я думаю, дает нам возможность говорить о том, что на нынешнем этапе российско-китайским отношениям практически ничего не угрожает, потому что мы видим, как у нас развивается и политический диалог, практически мы находим понимание, две страны находят понимание по основным, важным, главным международным вопросам, да. Практически наши позиции совпадают, и мы с ними сотрудничаем и на международных площадках, такие как ООН, БРИКС, ШОС, да. И уровень торговли уже достиг 250 миллиардов долларов между нашими странами, да. В этом плане, конечно, мы, Республика Саха-Якутия, тоже для нас Китай сегодня является основным внешнеторговым партнером. Первое место у нас занимает во внешней торговле Китай. Именно торговля уже 3 миллиарда долларов у нас товарооборот. Да. Это с республикой? Конечно, да, это с республикой. Да. Это достаточно такая большая, внушительная сумма, что, конечно, нам позволяет говорить о том, что все-таки та политика, которую разделяют лидеры наших стран, народы наши, это прежде всего, конечно, стремление справедливому многополярному миропорядку, да, это нас объединяет, и, конечно,
в этом плане полное понимание и на высоком уровне, на высшем уровне. Ну и, конечно, межрегиональные связи мы уже сотрудничаем с большим количеством провинций, тоже находим понимание по каким-то проектам, по совместным каким-то начинаниям. Все это, конечно, говорит о том, что мы находимся на правильном пути. Я думаю, что ничто не может на данный момент нам помешать и дальше развивать отношения с нашим ближайшим соседом, с великим соседом, с Китаем. Мгм. Но помимо Украины в последнее время Россия сталкивается и с другими вызовами в постсоветском пространстве. Как я коротко о них сказала. Вот Молдавия, в чуть меньшей степени Армения стремятся теснее выстроить связи с Европейским Союзом, с НАТО. Вот в нынешних условиях это насколько значимо для России? Ну, если говорить о Молдавии, конечно, нынешнее руководство Молдавии, конечно, оно взяло совершенно контрпродуктивный, мне кажется, курс на сворачивание любых, в том числе экономических связей нашей страной. Мы знаем, что они стремятся сейчас в ЕС интегрироваться с европейскими структурами. Они взяли на это курс. И, конечно, это, на мой взгляд, ни к чему хорошему именно для Молдавии, для народа Молдавии ни к чему хорошему это не приведет, потому что это разрыв экономических связей. Все-таки с Молдавией мы в свое время, несколько лет назад, очень хорошо торговали, и молдавские товары у нас были представлены, наши товары, обеспечение поставки энергоресурсов в Молдавию, да. Конечно, они стремятся это, не знаю с какой целью, стремятся все это свернуть. Армения, конечно, это для нас, он все-таки остается, Армения остается для нас важным союзником в Закавказском регионе. Они являются членами ЕАЭС, Евразийского экономического общества Союза, являются членами ОДКБ, оборонительного союза. Но тоже видим, что сейчас, как говорится, там их штормит немножко, да, тоже они определили, что они будут с Европой интегрироваться, но тут тоже, конечно, надо понимать, что мы, конечно, всегда с теплотой и с большой симпатией относились к армянскому народу. Они к нам тоже тяготеют, тоже мы взаимные чувства мы друг другу испытываем, да. Конечно, тут необходимо будет руководству этих стран определиться все-таки, куда они стремятся, с кем будут дружить, против кого дружить, да, уже такие вопросы даже стоят, да. Поэтому мы всегда открыты, Россия открыта, Республика Саха-Якутия как самый крупный регион России, мы всегда открыты для взаимодействия с любыми зарубежными партнерами. Я думаю, все зависеть будет от них, как они себя поведут и какие они отношения в дальнейшем будут выстраивать и с Россией, и с российскими регионами в том числе. Ну и в то же время в Молдавии, в Армении, значит, они хотят в Евросоюз, а в Грузии на парламентских выборах вновь победила грузинская мечта, которую называют пророссийской партией. Насколько ее победа действительно выгодна России и какие вот есть прогнозы в части работы вообще вот по постсоветскому пространству? Насколько это вообще значимо? То есть западные, там многие политологи говорят, что Путин не остановится, пока не восстановит Советский Союз. Ну, это, конечно, все пропаганда, западная пропаганда. В том числе, конечно, они стараются влиять и на наше постсоветское пространство, использовать вот региональных игроков в своей политике, направленной против России, да. Ну, если говорить о Грузии, Да. ну, нельзя, наверное, говорить, что грузинская мечта — это пророссийская сила, да. Наверное, все-таки стоит говорить о том, что нынешняя партия, которая находится, партия власти в Грузии, они все-таки заняли более прагматичную позицию. Они не хотят разрывать экономические связи с нашей страной. Все-таки грузинская экономика во многом зависит от торговли с Россией, да, они не хотят этих связей разрывать, и прагматизм, я думаю, здесь победил, и народ Грузии высказался в пользу того, чтобы иметь нормальные деловые экономические отношения с нашей страной. Я думаю, если в таком порядке, ну, со своей стороны мы и всегда наши власти говорили, что никогда не вмешиваемся в внутренние дела других государств, и в грузинские дела в том числе. Конечно, такой прагматизм приветствуется, и, конечно, мы, и Республика Саха-Якутия тоже готова со своей стороны, тоже, если будет желание, и грузинских наших партнеров тоже, конечно, и торговать, какие-то совместные проекты реализовывать. Это все приветствуется.
Мгм. Вопрос, который, наверное, всех волнует, санкции, ослабление санкций ждать ли из-за того, что вот ситуация внешней политики меняется? Ну, наверное, сейчас говорить об этом рано, и, как вы знаете, сейчас уже переговоры и с американцами, поэтому ну, в целом начались. Но пока, конечно, никакие детали, наверное, сейчас не обнародуются, и это правильно, да, потому что сейчас перед нашим руководством, перед нашей страной стоит такая серьезная задача, конечно же, ответить на те вызовы, которые сейчас ставятся. Какие-то сейчас, наверное, будут предложения со стороны наших западных партнеров, да, конечно, это все надо взвесить и принять правильное решение. Я думаю, наше руководство с этим справится, и в дальнейшем, конечно, и мы всецело поддерживаем наше руководство и страну. А какие новые вызовы для внешней политики России могут появиться в 2025 году? Ну, вызовов всегда очень много, тем более в нынешнее наше время, да, в современное время, когда мы живем в таком практически неопределенности. Международная политика сейчас стала очень динамичной, Да, все всё меняется, меняется. да. Поэтому тут Сейчас говорить, мир вообще да, меняется. вот о многих вызовах мы вот сегодня поговорили, да, обозначили их, я думаю. Конечно, тут всегда быть надо начеку и, конечно же, делать все возможное, и в том числе и с нашей стороны, для того, чтобы все-таки способствовать миру, согласию, дружбе между народами. Да, ну вот, кстати, о мире, согласия, дружбе между народами. У вас же Министерство и по делам народов, тоже живущих в Якутии, и мы прекрасно знаем о том, что у нас живет больше 120 народов и народностей в мире и согласии. Вот, расскажите про работу с диаспорами. Тем более, что вот те, которых мы перечислили сейчас, многие, да, вот и грузины, и армяне, да, и, в смысле, представители и Грузии, и Армении, они же у нас живут. Да, сегодня у нас, по данным последней переписи, в республике проживает представители 135 национальностей. У меня устаревшие уже данные. Да, 135, да? Да, 135 национальностей, это уже зафиксировано по данным переписи. Действует 70 национально-культурных объединений. Это вот общины, диаспоры, которые созданы по национальному культурному признаку. Конечно, проводится очень большая работа. У нас, вы знаете, приоритет в работе сейчас есть содействие, помощь участникам СВО. В этом направлении большая. У нас практически все наши общины, диаспоры участвуют в этой работе. У нас в Доме дружбы народов создан пункт сбора гуманитарной помощи. В прошлом году было собрано более 2 тонн нашими диаспорами различной помощи. Ну и 20 национально-культурных объединений наших республик взяли шефство над многодетными семьями, чьи отцы, братья участвуют в специальной военной операции, да, и проводится вот такая работа многоплановая и по поддержке их, по материальной поддержке, и морально поддерживаем, и какие-то вместе с ними проводим мероприятия. Конечно, это все делается для того, чтобы сплотить все народы, которые живут в нашей республике, для того, чтобы дальше продвигать ту работу, которую мы делаем ради сохранения межнационального мира и согласия. Ну, это вот, кстати, наверное, такая самая живая иллюстрация того, что ну, действительно все, независимо там, от какой национальности, ощущают себя жителями России, ощущают себя россиянами, русскими, как нас всех называют на Западе, да, и в этом смысле. И вот именно сплачиваются вокруг помощи. Но мы же знаем, что сейчас нашу страну, нашу родину защищают все народы, представители всех национальностей, да, будь то русские, татары, башкиры, якуты, чеченцы, там, многие-многие другие, буряты. Там. И, конечно, это говорит о том, что многонациональность нашей страны это не минус, не слабость, да, как многие пытаются какие-то раздоры. Да, это, конечно, прежде всего, это плюс для нас, и благодаря этому мы идем к победе. Это, как Владимир Владимирович Путин говорит, культурное многообразие культурного единства. Конечно, да? это наше достоинство, это наша сила. Серьезное внимание уделяется вопросам миграции. С кем вы плотно работаете в этой части? Какие проекты стали успешными? Да, вот последние годы, да, очень и на федеральном уровне много обсуждались вопросы, как раз связанные с миграционной политикой, с ужесточением миграционной политики. Да. Ну,
Соответствующие решения в том числе были приняты в прошлом году, были внесены изменения в законодательство миграционное. Да? Кстати, Республика Саха-Якутия стала одним из регионов, из 5 регионов в России, где сейчас реализуется пилотный проект по созданию Центра адаптации иностранных граждан и мигрантов. У нас в Республике Саха-Якутия всего 5 регионов в Российской Федерации. Мы его уже открыли. И, конечно, этот центр прежде всего будет направлен на то, чтобы те иностранные граждане, которые прибывали к нам с целью работы, учебы, там, либо переехали к нам, да, чтобы они быстрее адаптировались и интегрировались в наше российское общество, да, и разделяли наши ценности для того, чтобы мы были одним единым народом, который, конечно, реализует те задачи, которые направлены на процветание нашего общества. Хочу еще спросить про недавно состоявшийся, в конце февраля состоявшийся форум, Межнациональный молодежный форум «Импульс-2025», который был посвящен 90-летию Победы, 9-й форум. Вот какие там интересные проекты какие-то были? Да, вот Межнациональный молодежный форум «Импульс» — это такая, мне кажется, очень хорошая площадка именно для общения молодежи, которые интересуются вопросами национальной политики, межнациональных отношений. Мы в 9-й раз уже в этом году провели. В феврале участвовали школьники, студенты, представители разных национальностей. Конечно, основная цель — это вовлечь нашу молодежь, подрастающее поколение, как раз вот в ту работу, которую мы делаем по сохранению и развитию межнационального, межконфессионального мира и согласия в нашем обществе, в нашей республике, в частности. Да? И, конечно, форум проводился в течение нескольких дней. Мы задачу давали участникам форума, чтобы они разработали проекты, которые как раз направлены на достижение вот цели мира и согласия в нашем обществе, сохранению мира и согласия. Интересные очень проекты. 10 команд представили различные проекты. Конечно, форум был в этом году, как вы сказали, посвящен 80-летию Победы. И, конечно, ставила задача в том числе и представить проекты по сохранению исторической памяти и правды. И я бы хотел тоже один проект такой отметить. Вот ребята предложили, и они хотят создать платформу, либо там телеграм-бот «История о Великом», как раз где будет рассказываться вот правда о Великой Отечественной войне, о наших победителях, противодействуя попыткам искажения нашей истории. Да? Я думаю, совместно с ребятами из Министерства молодежи нашей мы этот проект должны, наверное, реализовать и представить нашим людям. А расскажите еще о круглом столе «Народная дипломатия», мост дружбы и согласия. Вообще, что такое народная дипломатия? Ну, как раз народная дипломатия — это как раз продвижение как раз нашей культуры, традиций, ценностей в среде наших соотечественников, которые проживают за рубежом. Ну, не только за рубежом, но и в разных регионах нашей страны. Вот круглый стол, да, тоже мы провели в феврале. Конечно, основная задача на этот год у нас также мы продолжим содействовать продвижению нашей культуры и традиций за рубежом, в среде наших соотечественников. В этом году мы планируем провести наш национальный праздник ИСЭФ в Монголии. Каждый год мы выбираем какую-то страну, где мы проводим. В прошлом году в Сербии было. В этом году в Монголии, как раз 6-7 июня запланировано у нас. Мы тоже обсуждали там организационно-технические вопросы. Ну и, конечно, на повестке также стоит у нас проведение форума соотечественников якутян. Мы первый форум провели в 2022 году в рамках столетия образования Якутской ССР. В нем как раз очень активно живое участие принимал наш первый президент Михаил Васильевич Николаев. И мы договорились, что второй форум мы тоже проведем. И сейчас тоже обсуждаем, как раз предлагались разные форматы, место, где можно было провести. Я думаю, мы сейчас определимся и уже объявим, где, когда пройдет. И, конечно, тема понятна: 80 лет Победы, сохранение правды о войне, исторической правды. Я думаю, это будет очень хорошее мероприятие, которое сплотит наших якутян во всем мире. И республиканский конкурс среди школьников «Будущий дипломат-25»
судя по его, значит, нумерации, уже в 19-й раз прошел. В этом году в нем приняли участие 52 ученика из 23 муниципальных районов и Якутска. А вот как, что там школьники делали, как они себя проявили, да, и что они получат? Какую-то почетную грамоту или баллы к поступлению, я не знаю, в МГИМО или что? Ну, республиканский конкурс «Будь дипломат» — это вообще, мне кажется, такой уникальный конкурс, который не имеет аналога вообще в России. Только у нас в Якутии проводится этот конкурс. Он, кстати, в 20-й юбилейный раз прошел в городе Якутск. Как раз вчера завершился суперфинал. Мы определили победителей. Абсолютным победителем стал ученик 11 класса 30-й школы города Якутска Тимур Герц. Конечно, цель этого конкурса — это выявление талантливой молодежи, которая интересуется мировой политикой, международными отношениями, внешними связями. И как бы мы воспитываем и наш кадровый резерв, да, который готов работать во благо развития внешней связи нашей республики. Да. Ну и, конечно, победитель у нас получает право поступить в дипломатическую академию при МИД Российской Федерации, да? То есть на целевое место от республики, то есть право обучаться от республики в этом В дипакадемии. вузе, да, в дипакадемии за счет республики получает такое право. Ну, конечно, при успешном сдаче ЕГЭ и так далее, когда при поступлении, да. Вот это вот у нас на протяжении многих-многих лет это является нашим таким главным призом для победителя этого конкурса. Ага, то есть ежегодно один... Да, ну, конечно, там есть и второе, и третье место, там призы, и наши постоянные партнеры конкурса тоже там участвуют в этом процессе. А если в 19-й раз он уже проводится, наверное, кто-то уже работает в министерстве, нет? Да, конечно, у нас мы следим за ребятами, за победителями. Большинство из них прошлые годы, которые победили прошлых лет, они завершили обучение в дипакадемии. Некоторые работают в заграничных учреждениях российских за рубежом. Некоторые работают здесь в представительстве МИД России в городе Якутске. Ну и, конечно, в нашем министерстве тоже ребята, которые прошли через этот конкурс, достаточно небольшое количество. Сейчас во время фестиваля «Мусустар» проходит республиканский конкурс «Время традиций». 20 марта состоялся финал. Там какая программа ждет участников? Да, мы как раз в рамках молодежного фестиваля «Мусустар» ежегодно организовываем трек «Этномы». Называется «Этномы». Как раз собираем молодежь разных национальностей нашей республики, которые проводят различные мероприятия. В частности, в этом году у нас пройдет квиз «Я россиянин», который будет, участники молодежного фестиваля будут участвовать, проходить определенные задания на знание там культуры, традиций народов, населяющих нашу страну. Будет также и творческие выступления, концерты. И хедлайнером нашего трека «Этномы» будет Сергей Дубовиков, парень из Нижнего Новгорода, который самостоятельно обучился игре на хомус. Сейчас хомусист-импровизатор, сам обучает сейчас в Нижнем Новгороде и в Москве желающих и по игре на хомусе, да. Это парень, который действительно уникальный парень, который ни разу не был в Якутии, но так заинтересовался нашей культурой и стал уже, можно сказать, таким виртуозом игры на хомусе, да. И вот он там приедет как раз на фестиваль «Мусустар», и как раз тоже с его участием мы проведем несколько мероприятий, в том числе и мастер-классы. Будет отдельная встреча с ним, я думаю, будет очень интересно. То есть он просто как-то по видео учился? Да, он по видео впервые в YouTube увидел, и так ему это в душу зашло, что он решил, что он будет хомусистом. Он сейчас у него целая коллекция хомуса, он играет, ходит в якутской национальной одежде, в камзоле, да, и вот такой вот, интересно, так он и продвигает нашу культуру. Здорово. Ну, кроме того, министерство ведет работу в части раскрытия темы туристического потенциала региона нашего, страны в целом, и популяризацию путешествий в другие страны. Вот про эту работу расскажите. Я знаю, что буквально месяц назад пошла презентация туристического потенциала Узбекистана.
Да, конечно, одним из направлений работы нашего министерства содействия, конечно, въездному и внутреннему туризму, да, и в том числе выездному, да. Конечно, Якутия — это интересное туристическое направление. Наши якутяне очень активно ездят за рубеж, в регион России с туристическими целями, да. Конечно, в этом плане мы координируем тоже эту работу и всегда приходим на помощь тем нашим туристам, которые оказались в какой-то сложной, может быть, ситуации, да. Всякое бывает в поездках, да. Но, конечно, если мы говорим о развитии туризма, чтобы к нам люди ехали, прежде всего, конечно, мы должны создать хороший туристический продукт, который бы заинтересовал внешнего потребителя, да. Ну, сегодня мы, например, имеем вот очень большой интерес со стороны Китая, со стороны Индии, того же Узбекистана, да, которые вот провели презентацию своего потенциала. Мы тоже планируем в этом году провести презентацию Якутии в Узбекистане, да. Ну, нужно сделать хороший туристический продукт, который будет интересен, да, туристам, которые к нам приезжают. А мы со своей стороны этот туристический продукт продвинем. То есть это задача стратегии сейчас вот этой вот по туризму, которую Да, мы тут уже стратегия недавно принята, да. обсуждали в этой студии, а ваше министерство помочь это продвинуть. Понятно. В 2025 году в Якутии в рамках регионального сотрудничества состоится федеральный Сабантуй. И это такое крупное событие. Вот расскажите, пожалуйста, что это вот вообще за такое мероприятие, почему он федеральный, как подготовка идет, чего Да. ждать, когда будет. Мероприятие пройдет у нас в июне. Это 25-й юбилейный федеральный Сабантуй. Это в рамках реализации соглашения о сотрудничестве нашей республики с Татарстаном по договоренности наших глав республик Асен Сергеевича и Рустама Минниханова. Пройдет он у нас в местности Ортодайду. Некоторые мероприятия у нас пройдут и в городе Якутске, в том числе и спортивные мероприятия будут по нашему якутскому национальному виду спорта. Пройдет чемпионат там по масс-рестлингу, пройдет соревнования по татарской национальной борьбе куреш. Собирается очень большая внушительная делегация, в том числе участники культурной программы. Приедут представители татарских общин со всей России, да. Ну, федеральный Сабантуй — это мероприятие, которое проводится правительством Татарстана на федеральном уровне, да. То есть они ежегодно выбирают регион, где проведется вот главный их выездной Сабантуй. Как мы проводим, например, наш из Эхмыра, да, вот у них тоже. Но они проводят это вот в регионах России. И 25-й юбилейный Сабантуй проведем мы в Якутии. Нам выпала такая честь. И, конечно, это будет способствовать сближению наших республик, сближению не только культурному, но и экономическому, торгово-экономическому. Есть нам над чем работать. Есть совместные проекты хорошие, которые мы будем дальше реализовывать. Какие еще события знаковые в 2025 году ждут жителей? Ну, конечно, мы все с нетерпением, думаю, ждем юбилейного Дня Победы. Конечно, да, это наш будет основной великий праздник. Мы все с нетерпением ждем, готовимся. Уже мероприятия начались, в течение года будет проводиться, не только в мае, да. Ну и на внешнем контуре, но и в нашей международной деятельности. И мы в этом году также проведем традиционный наш Северный форум по устойчивому развитию, уже в 6-й раз, который уже сегодня зарекомендовал себя как такая хорошая экспертная площадка, где обсуждаются как раз вопросы развития Арктики, Севера с участием мировых экспертов с разных стран. Да. У нас даже участвуют эксперты из недружественных стран, даже из США, из Европы, да, приезжают и эксперты, которые заинтересованы для того, чтобы продвигалось международное сотрудничество в Арктике. Потому что наука и культура, они границ не имеют. Да. Потому что сегодня же мы видим, пытаются нас из Арктики выжать, но Северный форум, инициатор этого, наша международная организация, инициатор этого мероприятия, вот 6-й раз будет у нас проводить в сентябре. И мы тоже ожидаем вот широкого участия экспертов, руководителей разного уровня, официальных представителей,
Я думаю, что мы как раз для того, чтобы в городе Якутске была такая международная площадка, где могли бы собраться все заинтересованные стейкхолдеры, люди, для того, чтобы обсудить, как нам на севере жить и как развивать наше международное сотрудничество в Арктике. Мгм. Ну что ж, наше время подошло к концу. Благодарю вас за интересную познавательную беседу. Приходите чаще. На этом Спасибо. выпуск программы «Якутия в деталях» подошел к концу. Меня зовут Ирина Ефимова. Смотрите нас по будням в 19:15. Расскажем обо всем в деталях.